Спортсмены измотаны до предела, но тренировки не прекращаются. И так каждый день. 26 декабря им предстоит выступить уже в 13-й серии турнира «Грозная битва». Бойцы проводят сбор в недавно открытом спорткомплексе в Гудермесе. Готовность спортсменов к предстоящему турниру контролирует лично глава Чечни. Ради удобства здесь созданы все необходимые условия. Тут есть татами для работы, партии, там, как вы видите, вот тот же октагон, ринг, зона для физических занятий. Тут есть место для проживания очень отличное. И питание тоже у нас на высшем уровне. Я думаю, что я многих государствах был за границей. Вот такие условия нигде не встречал, если честно сказать. Всего на соревнованиях планируется провести 10 боев. 3 поединка по правилам К1 и 7 по ММА. Представители клуба «Ахмат» сразятся с бойцами, которые по рейтингу значительно выше. Разбившись по парам, они оттачивают ударную технику и учатся уходить от опасных моментов. Кроме того, спортсмены оттачивают и элементы ведения боя в партере и в стойке. Мой соперник из Америки выступал в организации ВСОВ. Был там экс-чемпионом. Рекорд у него 21-4. Я против него очень хорошо готовлюсь. Я постараюсь с ним в стойке биться. Моя тактика, как я и раньше сказал, работать в стойке и остерегаться партера. Участники «Грозной битвы 13» в сутки проводят 2 полноценные тренировки. Почти каждый день с ребятами в зале бывает и глава Чечни. Рамзан Кадыров сам выходит на ковер и лично проверяет подготовку спортсменов, дает советы и уделяет персональное внимание каждому бойцу. Заодно следит и за своей физической формой. Главным событием турнира «Грозная битва 13» станет бой-реванш представителя клуба «Ахмат» Забита Самедова против поляка Пола Славински. В 2007 году техническим нокаутом победу одержал боец из Польши. И наш спортсмен надеется, что на этот раз победа будет на его стороне. Он уверенно идет к этому бою и в конце декабря принесет очередную красивую победу, уверено руководство «Ахмат». Зураб Центроев, Расул Арцухаев и Луиза Юнусова. Новости.